Наверное, что это такое? А где Нина? Я даже не заметил. Придется повторить. Раздеваемся, знаете, вот нет у меня пока ничего. Только ваши усилия. Только вы. Всего? Я, знаете, я вообще печаль. Я так кто нас общался на Здравствуйте, девочка. Я уже приняла. Вот ты кельбетит Михаила объяснила же. Эбей кадлы кельбет ахна именно ты кейнула в отделе. Шевелитесь. Девочки, может, вы пойдете туда, в эту раздевалку, в свою? У вас так, ну идите, ага, идите. Здравствуйте. Дети в классах. Так, проходим. Здравствуйте. Проходите. Здравствуйте. 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 Желающих участвовать при открытии нашего здания много, и я попрошу тех, которые там на крыльце, спуститься, чтобы посмотреть обряды открытия нового здания. Участницы хореографического училища. Просим вас спуститься. Всем пройти туда. Дорогие гости, позвольте там участницы хореографического училища как-то стать на передних рядах. Пожалуйста, вот просьба всех участников чуть-чуть отойти к дверям. А час... Училище в целях развития профессионального балетного искусства в нашей суверенной республике. Не прошло почти, ну вот очень малое время прошло, и в условиях действительно обретения самостоятельности такое решение быстро было претворено в жизнь. Сегодня мы имеем честь участвовать в торжествах по открытию первого здания комплекса хореографического училища, самого учебного корпуса. В декабре ожидается ввод второй в очереди комплекса общежития на 50 мест жилым комплексом. Тогда у нас хореографическое училище в полном понимании этого слова будет принято государственной комиссией для
радости нашей детворы, самых юных талантливых людей нашей республики. Разрешите мне по поручению дирекции театра и хореографического училища открыть сегодня торжественное мероприятие открытия здания учебного корпуса хореографического училища. Прежде чем приступить к славным нашим традициям, позвольте представить, кто такие присутствуют на наших торжествах. Сегодня по поручению президента Республики Саха Михаила Ефимовича Николаева с нами на торжествах исполняющий обязанности председателя правительства Республики Саха Семен Николаевич Назаров, министр культуры Республики Саха Андрей Савич Борисов, представители Санкт-Петербурга, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор Санкт-Петербургской консерватории Александр Михайлович Полубенцев. Также вот буквально на колесах представители города Москвы, наша землячка, заслуженная артистка Российской Федерации Наталья Ядовская со своим партнером, а также принимают участие руководство хореографического училища, театра, гости наших других столичных театров республики и, главное, учащиеся хореографического училища Республики Саха. Следуя славной нашей традиции, позвольте первым, чтобы наш дом был крепким и светлым по духу, представить слово лауреата международного конкурса в Будапеште в 1992 году, бывшему солисту балета, а ныне человеку, который благословляет самые прекрасные чувства на нашей земле, Дмитрию Попову, открыл наши торжества алгысом священным. Прошу Дмитрия Дмитриевича Попова приступить к этому священнодействию. Алыс илақ сағылақ, атанмақ мәхен ағайқырас тақсылық тәқ, ания дойды бар, үрдік каталахар, үтіға өткар, үті кәрі жылға, бүгін ұранқай сақалар, олбақ тағы орағайдырғар, ұлы тұймада арқа ғығар, бейгі сарғыбыт салалының ден, Keler keskilbit, kere bollun diyen, üyler saydılar içyatlar büt, örgüy durdunlar diyen, beygi bu urankay sakalar, ulu mesteleriger, kere beliye keskildak kerdiskeller. Yolun üst sakayız yokuttan, kök sakatay kölen yokuttan, Uylar kallar, ütü kereciğim salak, bilgi, uran kaysakalar, ot tubut vattar bıt, kıyas sokar gülümlüğmeye durdun diyen. Bu şavsan sarın, gül, kömer, sorgan, Atan seneriye bugün yürüdü böyle yürüdü hugar. Kayıtlarıyla saka yol kata, ağalanların soğugar. Ölümür kıvmay diyen bu yürüdü kayılarga. Ular burunun ulan kırgı mutak gelinen gençlik taharan şehir ülkeleri. Akatar güta salonunun ergoyer dağın keskilgağatın diyen arılarının ayak tutan aktar yenerenin. Aha, avları çalları yerke ölüm almay günümüzde arkımızın sağlı örgüt bütünlüğüne. Keler keskimiz çadım kenağız sağını bu kerekinden kindinin ayak tutan ağa beneremin. Ağa, avları çalları, yer közdette koran bir çıkkın, antak koran ölüm anlayın.
Спасибо, Дмитрий Дмитриевич. Я представляю вам 3 организации, которые участвуют в строительстве хореографического комплекса. Это инвестор строительства, фонд будущих поколений Республики Саха. Сегодня этот фонд представляет его Николай Ильич Федоров. Прошу шаг сделать, Николай Ильич, вперед. Заказчиком строительства выступает товарищество ограниченной ответственности Центр «Золото Инвест», который возглавляет заслуженный строитель Российской Федерации Степан Павлович Андреев. И генеральным подрядчиком строительства сегодня у нас выступает УЧУР во главе с заслуженным работником заслуженным строителем Республики Саха Александром Андреевичем Бессмертным. От имени этих 3 организаций, которые сотворили это чудо, я предоставляю слово инвестору, исполнительному директору Фонда будущих поколений Николаю Ильичу Федорову. Пожалуйста, Николай. Таланты, уважаемые гости. Сегодня в нашей республике, нашей культурной жизни нашей республики счастливый и знаменательный день в связи с открытием в первой очереди хореографического училища. Такое трудное, сложное время, благодаря усилиями президента нашей республики, правительства, строятся вот такие красивые здания для будущих поколений. Я считаю и надеюсь, что из этого здания хореографического училища в дальнейшем будут выходить наши таланты, которые будут представлять не только Российскую Федерацию, но и за рубежом. С такими пожеланиями мы, инвесторы, строители, вручаем директору театра Гаврилу Гавриловичу, директору хореографического училища Наталье Самедовне символический ключ. Разрешите вручить им символический ключ. Ключ похожий на золотой ключик. Да. Сказки нашей И что знаменитой его детские. сказать? Слово
директору хореографического училища, заслуженной работнику культуры Республики Саха Наталье Семеновне Васильевской. Вы знаете, обычно всегда спрашивают, что такое счастье. Ну, сегодня хореографы нашей республики, и вообще, наверное, хореографы, настолько это неожиданное, огромное счастье, что даже в самых таких магических сказках такое не бывает. И вот такое сотворил с нами президент нашей республики Михаил Ефимович Николаев. Просто вот сейчас я стою, знаете, бывают праздники, я какая-то радостная, бурная, в общем-то, я темпераментная женщина. Я вот с тех пор, как встретилась с Михаилом Ефимовичем, мы когда сели за стол, вот помнит музыкальное училище, я там потерялась, я стала сама не своя. Моментально, в один миг, собрав, значит, министров, представителей банка, представителей исполнительного фонда будущих поколений, сказали, что будет хореографическое училище. Я пригласила с письмом только для того, чтобы нам выделили из какого-нибудь клуба балетный зал. И когда сказали балетное училище, у меня вот такое чувство осталось. Я настолько... Все, я изменилась, я то есть настолько другой человек. Вот это называется счастье, или я не знаю. И вот сейчас перед вами, перед работниками культуры, перед правительством, торжественно обещая от имени своих детей, учащихся, от имени своего нового коллектива, людей, которых лично я сама подбирала, срывала с работ и приглашала, зная, что эти люди отдадут всю свою жизнь, все, весь кошелек, что до сих пор делают. Но все, всю любовь, потому что для того, чтобы создать это училище, нужно было сначала приносить, конечно, честность, доброту, просто человеческие качества, а не думать о каких-то таких теневых мыслей, какие-то теневые мысли. И сегодня от имени вот таких детей, которых мы привезли с Улуса, сегодня от таких детей, которые через два дня у них будет премьера в Жизели, они выйдут на вакантные места артистов балета. То есть мы маленькую свою мини-программу выполнили. А теперь я должна дать обещание нашим зрителям, обещание вам, дорогим людям, обещание балеринам, всем хореографам, всем людям искусства. Мы должны воспитать достойных профессиональных артистов балета. Это первая линия. И вторая линия нашей работы будет: должны воспитать будущему, нашему будущим необходимы люди честные, люди правдивые, люди, которые не бросают слово на ветер. Вот этого я хочу. Я всем желаю своим детям. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Так много научилась я с Александром Андреевичем. Я так полюбила Степана Павловича. Почему мы раньше не встретились? Просто замечательные люди. Я, то есть, сейчас готова стать и строителем, и кем угодно. Разрешите поцеловать? Спасибо, Наталья Семеновна. Друзья, очень символично, что при открытии нового здания учреждения культуры присутствуют представители разных государств. И это примета нашего времени. Я с удовольствием вам представляю людей, которые представляют собой Англию. Это дирижер, который по контракту у нас работает, Стив Эллери. Тут же присутствует представитель Австрии, генеральный директор фирмы Телеплан, господин Радмайер. Тут же присутствует сын знаменитой нашей женщины Кюрегай, представитель Исландии Магнуссон. И можно было бы еще продолжить название других стран, но это очень глубоко символично, что именно наше училище хореографическое удостоено такой чести быть в центре не только нашей республики и России, но и в центре внимания мировой общественности. И мы уверены, что это так будет, поскольку Наталья Семеновна торжественно дала слово, и она никогда не бросает свои слова на ветер. А сейчас мы приступаем к очень сложной и очень самой прекрасной процедуре нашего торжества, открытия перерезания алой ленты по приглашению для экскурсии по нашему новому зданию. Я приглашаю для этой процедуры
исполняющая от стадии проектирования и до сегодняшнего дня контролирующая ход строительства Семена Николаевича Назарова, первую профессиональную балерину республики нашей, заслуженную артистки Российской Федерации, Народной артистской республики Саха Евдокию Александровну Степанову и министра культуры нашей республики, всем известного лауреата Государственной премии Союза СССР Андрея Савича Борисова. Прошу. Ну что, уже открыто. Наталья Семеновна, на правах хозяйки прошу организовать экскурсию со своим золотым ключиком. Пожалуйста, друзья, проходите. Первое слово директору, художественному руководителю хореографического училища, заслуженному работнику культуры Республики Саха Наталье Семеновной Посельской. Открылось новое образовательное профессиональное учреждение. Открылось оно так неожиданно, и так быстро, и так хорошо, и так как-то безболезненно. Но это как будто бы, может быть, так кажется. На самом же деле, через год мы отмечаем постановку первого якутского и первого классических балетов. Это «Полевой цветок» и «Бахчисарайский фонтан». Поэтому за нами большая история. Уважаемые зрители, вы прекрасно знаете, сколько у нас известных, знаменитых имен в балете. Вы прекрасно знаете, что у нас совершенно недавно мы получили статус театра оперы и балета. Мы прекрасно знаем, что у нас скоро будет строиться государственный цирк. И мы хорошо знаем, что у нас есть свой национальный танцевальный театр. И мы очень еще лучше знаем, что зрители очень любят балет. У нас всегда балетные спектакли, новые спектакли, но любые спектакли всегда ждут с волнением, с большим волнением, и в зале всегда бывает много народу. Зритель наш любит балет. Ну, примерно, вы знаете, я уже об этом говорила, мы сегодня открыли новое здание. Здание, которое выстроили вне очереди. Сначала, значит, вы меня, многие, наверное, очень хорошо знаете, я все-таки человек смелый, говорю громко, хорошо. Но когда вдруг неожиданно одним махом Михаил Ефимович Николаев, придя к нам в училище музыкальное, увидев, что у нас совершенно нет условий, а мы сделали все-таки определенно какое-то дело сделали, что театр все-таки, оказывается, может получить, значит, артистов будущих. И уже мы во многих спектаклях вышли, и вот одним махом он сказал, будет училище. И вот с тех пор я, значит, утвел Катахалла, и я стала совсем другим человеком. Я все время волнуюсь, вот, постоянно я волнуюсь. Мы вот все от радости очень радуемся. Не радуемся не потому, что вот именно открылось такое. Радуемся за всех, за зрителей, за всех артистов, музыкантов, певцов, артистов балета, что искусство, культура, которая олицетворяет вообще народ, был понят нашим президентом, нашим правительством. Потому что мы, никому не секрет,
Когда Михаил Ефимович принимает какие-то акции, всегда идут какие-то альтернативные предложения. Почему это громоздкое, почему это не громоздкое. Но мы ни разу не услышали, почему хореографическое училище. Ни в Тюмени, нигде этот вопрос не был поставлен. Вот когда даже мы разговаривали. Поэтому мы всем очень благодарны, что люди тянутся к красоте, что здесь будут учиться прекраснейших условиях, будут учиться дети из всех наших улусов, из городов. И пройдет какое-то время, обязательно пройдет. Не может быть, чтобы все время было вот так вот. Хотя мы не чувствуем в искусстве, потому что последние годы у нас открылась масса учебных заведений. Это высшая музыкальная школа, это всевозможные филиалы высших институтов искусств, это хореографическое училище. Разве можно плакаться, что искусство лежит и что искусство остановилось? Это дальновидное совершенно решение нашего президента, нашего правительства, Министерства культуры. Это забота о вас, о нашем народе, о нашей культуре, о нашей цивилизации. Поэтому мы сегодня пригласили презентацию, как это сейчас говорят, открытие нового здания, решили провести здесь. Для кого же, вот кто они, которые для тех прежде всего учились, заслуживают они это или не заслуживают? Поэтому мы вас любезно пригласили на концерт. А через 2-3 дня будет премьера прекрасного балета «Жизель», где тоже заняты наши дети. Поэтому приглашаем вас на концерт детей.